Сабах Хайролсен, Сайгды Сереже. Доброе утро, уважаемые телезрители. Сегодня у нас в гостях целеустремленный молодой человек. Человек с огромной силой воли. Спортсмен с мировым именем. Свой путь к спортивным достижениям он положил своим упорным трудом и потом, ежедневными многочасовыми и усиленными тренировками. С огромной радостью я представляю гостя сегодня в студии. Двукратный чемпион мира, многократный чемпион Европы, мастер спорта по тайскому боксу, гордость Гагаузии Андрей Аврамов. Приветствую, Андрей. Здравствуйте. Воспитанник спортивного клуба «Леон Камрад» под руководством Эдуарда Кюсе. Да, все правильно. Все правильно. Андрей, мы следим за твоими успехами, болеем за твои достижения, за каждый бой, за каждую твою победу. Мы вместе с тобой. Да, спасибо большое. Очень приятно, когда наблюдают и рассказывают о том, потому что это очень тяжело дается, каждая победа. Ты в спорте с 11 лет. Твои намерения быть лучшим, дисциплинированным, быть примером для младших ты обозначил еще в начале своей спортивной карьеры, и эти стремления увенчались успехом. Да, в спорте я уже очень давно, и в профессиональном спорте я уже очень давно. Намерения у меня большие – прославлять свою родину, выйти на мировой уровень и показать всем, к чему я стремлюсь уже столько лет. У нас в архиве есть видеоматериалы твоих тренировок. Я предлагаю посмотреть, о чем мечтал юный спортсмен. Поехали? Да, давайте. Давай посмотрим. Я занимаюсь 2 года, в зал меня привел мой друг. И за эти 2 года я достиг таких успехов, как стал чемпионом мира по муай-тай, чемпионом мира по ПК-1, двукратный чемпион Молдовы по муай-тай и ПК-1. Этим всем я обязан моему тренеру Кися Эдуарду за то, что он меня научил многому, не как и в спорте, так и в жизни. В первые дни тренер мне давал такие наставления, чтобы я никогда не сдавался, шел только вперед. Если у меня не получается, вставать и идти дальше. Если не получилось 100 раз, на 101 раз получится. Чтобы я никогда не сдавался и шел только вперед. Готов? Да, мидл кика, 2 прямых. Я буду стремиться к лучшему и докажу всем, чего я достигну. Я хочу драться профессиональным боям, чтобы меня знал весь мир, чтобы мною гордились мои родители, гордилась весь мир, вся Молдова. Чтобы с меня брали пример младшее поколение, которое будет следить за мной. Тренер нас всегда учил не драться на улице и первым никогда не начинать, только в крайних случаях, если уже до этого доходит дело. Я, конечно, заступлюсь за слабого и помогу ему и не дам в обиду. У меня очень счастливое детство, потому что у меня есть мои родители, которые мне всегда помогают, меня поддерживают. У меня есть очень замечательный тренер, который мне всегда помогает, дает наставления. Очень ему благодарен и моим родителям за то, что они меня всегда поддерживают. Если даже я проигрываю, я пожелаю всем детям, чтобы они не отчаивались, и даже если у них что-то не получается, чтобы они шли вперед, чтобы они занимались спортом, даже если не хотят чего-то достичь, просто для себя. И чтобы никогда не отпускали руки, когда у них что-то не получается. Прошло каких-то 3 года, да, или 4. Какие результаты? Внешне ты практически не изменился, но, конечно, возмужал, конечно, стал более уверенный в себе. Андрей, но вот эта закалка, та, которая была, да, 3-4 года назад, она есть, она укрепляется. Знаешь, я слышу от молодежи, твои друзья, знакомые говорят, что ты
существенно изменился, очень изменился, тебя даже не узнают в клетке. Чемпион с мировым именем для гагаузского спорта – это огромный прорыв. Я тебя еще раз с этим поздравляю. И это усиленные тренировки, это работа в спортклубе «Леон». И еще, я знаю, ты тренировался еще и в Таиланде, да? Расскажешь нам об этом, пожалуйста. Да, спасибо. Это интервью, это видео я помню как сейчас. Это было 4 года назад. Я тогда еще был совсем маленьким, только начинал свой путь, можно так сказать. Ну, таким же уверенным и целеустремленным, Да, дисциплинированным. Да, смотрел в эти глаза сейчас горящие на это видео и помню это как сейчас. Да, уже очень много времени прошло, много чего случилось, уже даже начал выступать по профи, по профессионалам, о чем я мечтал, но это еще не конец. Я еще покажу, что я хочу, чего я добьюсь, на что я способен. Еще будешь нас удивлять. Да, своими конечно, победами. своими боями, своими победами. За мной наблюдал весь мир, вся страна. Также, да, я был в Таиланде на сборах. Вот вы подметили, сейчас недавно я был 3 месяца. Тренировался с моим тренером Кися Эдуардом. Уже на протяжении 6 лет мы вместе. Очень большой путь мы проделали. Очень большая работа, эмоциональная, душевная, физическая. Очень много всего было и будет. Вот. Также мы были с тренером в Таиланде 3 месяца, тренировались, проходили сборы. Я сейчас пробую себя в новом виде спорта, смешанное единоборство в ММА. Хочу развиваться в этом виде спорта, выступать там. И вот, я тренировался 3 месяца, набрался очень большого опыта в Таиланде. В последнее время ты выступаешь сразу в 2 весовых категориях. Как удается вести сложнейший бой, рассчитывая, естественно, на победу, и реабилитироваться, быть в форме и выходить к следующей встрече в другом виде единоборств? Да, стараюсь участвовать в 2 весовых категориях, так-то больше провожу боев, больше опыта, и это намного лучше, больше развиваешься и получаешь колоссального опыта. Да, все бои сложные на самом деле, нету легких боев, но я стараюсь, тренируюсь, и они даются мне все легче и легче. Я бы хотела поговорить о последних чемпионатах, которые были вот в Румынии и в Риме. В Румынии, в городе Ясы, проходил открытый чемпионат по кикбоксингу, где гагаузский спортсмен занял сразу 2 первых места и завоевал 2 пояса в весовых категориях 65 и 70 килограмм, да? Да. Как проходили эти соревнования, как далась победа? Соревнования прошли очень хорошо для меня. Я выступил в 2 категориях, занял 2 пояса. Я очень рад, конечно же, но не надо расслабляться. Я также работаю, тренируюсь, чтобы дальше не было поражений. Выступал и радовал своими победами. Ты так коротко и быстро говоришь об этих соревнованиях. За этим все-таки стоит огромный труд. Целая команда людей, которые поддерживают тебя. Я хотела бы, чтобы ты немножечко рассказал и о команде, и о соперниках. Да, конечно же, это очень большой труд. Мы постоянно тренируемся каждый день, не прекращаем тренировки. Ни при каких обстоятельствах, максимум какая-то травма, может быть, или какая-то болезнь. И то стараемся максимально уделять время тренировкам, постоянно тренируемся. Конечно, за этим всеми поясами, медалями стоит очень большая работа, очень много людей, которые трудятся, помогают мне на протяжении уже многих лет. Да, на видео, на экране мы видим сейчас фотографии, это с чемпионата в Румынии, да? Да, это с чемпионата Румынии. Также поехали мои друзья, которые мне помогали, заменяли, так, да? Да, заменяли как бы поддержку тренера пока, потому что я тренируюсь здесь. Скоро поеду уже к моему тренеру, буду там тренироваться, Кися Эдуард. Да. Но я часто вижу на фотографиях тебя с отцом. Отец тебя очень часто сопровождает. Что значит вообще в твоей жизни твой отец? Конечно, это очень многое значит, когда твои близкие люди, твои родители тебя поддерживают, тебе помогают, они вместе с тобой. Всегда ты знаешь, что можешь на них положиться. Это очень, конечно, это очень хорошо и приятно. Да, мой отец всегда, старается, по крайней мере, всегда ездить со мной, всегда поддерживать меня. Несмотря ни на что бы ни случилось, я всегда знаю, что могу на него положиться.
А насколько это важно и легче или сложнее, когда вот рядом главный мужчина в твоей жизни, да, человек, который тебе дал жизнь, подарил жизнь, отец, и поддерживает тебя во всем? Да, конечно, это очень важно, потому что это очень приятно, это тебя мотивирует. Вот, когда мой отец со мной на соревнованиях, меня это еще больше мотивирует, потому что я не должен подвести, не должен проиграть, я должен показать, что мой отец не зря старается, он не зря работает и помогает мне. И это меня мотивирует намного больше. Есть какие-то моменты, когда, он, не знаю, благословляет тебя, что-то вот говорит тебе, или какие вот самые важные слова, которые действительно вот важны для тебя в тот момент, в момент выхода в клетку? На самом деле для меня все слова важны, и каждый бой, каждое соревнование, он мне звонит, если мы не рядом, он мне звонит, пишет, наставляет меня, говорит. Конечно же, говорит, чтобы я слушал тренера, чтобы я слушал его слова, что он мне подсказывает, но слова отца – это очень важно. Они мотивируют и наставляют тебя все-таки. Пусть так будет всегда. Я тебе этого желаю. И хочу еще об одних соревнованиях поговорить, которые проходили недавно в Риме, где ты также взял 2 пояса золотых. Это они, да? Да. Здесь, да. Расскажи тоже об этих соревнованиях, как они прошли и насколько был сложен путь к победе. Эти соревнования прошли очень хорошо. Мы поехали с большой командой. Но от Камрата, от Гагаузии я поехал один. Но поехала большая команда с Кишинева, с Челорецка, с Силовен, со всех городов Молдовы на большом автобусе. Соревнования прошли очень хорошо. Я провел 4 прекрасных боя, одержал победы. В 2 боях я одержал победы досрочно. Вот. Это нокауты? И нокауты, и нокдауны, вот это все считается. Одержал победы досрочно. Мне очень понравилось. Я рад, что я так провел соревнования, победил. Мы тоже очень рады. У нас есть видео, с которым мы можем поделиться со своими телезрителями, и ты, возможно, прокомментируешь, да? Или мы покажем, как оно было на самом деле? Да, давайте я могу комментировать. Давайте посмотрим видео. Здесь я дерусь с соперниками из Италии. Вот. И здесь я участвую по ММА в клетке. Это вот как раз таки вид спорта, который я сейчас практикую недавно. До этого я занимался кикбоксингом и тайским боксом. ММА – это смешанное единоборство. Вот. Пробую в этом виде спорта себя недавно, может, полгода, где-то вот так вот. Вот. Не зря проходил подготовку в Таиланде. Она мне очень помогла, дала очень большой опыт, познакомился с очень многими ребятами. Здесь, в этом бою, я одержал победу досрочно, нокаутом. Судья остановил бой, уже так как я, так можно сказать, сильно избивал соперника, и судья остановил бой нокдауном. Но это в рамках правил, да? Да, это в рамках правил, да. Здесь уже вот судья. Да, судья, остановить да. его, Не, он разнимает, это такой вид спорта, это чуть отличается от кикбоксинга. Здесь можно с борьбой, с удушающими, с болевыми, чуть разнообразный и сложнее вид спорта, чем кикбоксинг. Вот. Остановили бой в 3-м раунде. В 3-м раунде. Да. Это более разнообразный вид спорта. Здесь можно с борьбой. И как борьбу я до этого не тренировался. И вот сейчас только недавно перешел в этот вид спорта. Но дается мне нормально, легко. Когда есть желание, по-моему, все Да, когда есть желание, дисциплина, постоянные препятствия тренировки. преодолимы, да? Да, постоянные тренировки, несмотря ни на что. Тренируешься, пробуешь себя в чем-то новом. Дисциплина и труд по-любому дадут свои плоды. Да, плоды замечательные. За последнее время ты боец, не знающий поражений. Я хотела бы узнать твой самый главный бой в твоей жизни, вот в этой спортивной карьере. Да, можно сказать, за последнее время у меня нету поражений. Я вышел, вот такое пока время у меня, вот эти вот все тренировки, дисциплина дают о себе знать. И вот пока иду без поражений. Но самый главный бой
я уже и выступал по профессионалам в Таиланде несколько раз. И могу отметить, что вот, наверное, мой последний бой в Таиланде по профессионалам – это и есть мой самый главный бой. Замечательно. У нас есть еще одно видео, вот, операторы подсказывают, мы можем еще посмотреть эти захватывающие встречи и будем комментировать. Да, давайте посмотрим. Здесь я вышел с соперниками из Таджикистана. Вот, участвовало на этом соревновании очень много спортсменов. Это также бой по ММА, смешанное единоборство, в котором я пробую себя недавно. Но у меня получается, буду стремиться к большему, хочу выступать профессионалом в этом виде спорта. Соперник из Таджикистана, он занимается уже давно. Он, кстати, уже взрослый, ему 23 года. Вот. Не было ограничений в возрасте на этих соревнованиях. Да, вот здесь что-то упал шлем, да? Да, в борьбе вот так случается. Упал шлем, но это ничего страшного. То есть баллы не снимаются? Нет, да? за это не снимаются баллы, просто останавливают поединок на некоторое время, чтобы одеть шлем и кто и в этом продолжить. случае выигрывает, кто проигрывает? В этом случае выигрывает, конечно, преимущество у меня, я сверху. И нужно наносить удары, тогда преимущество будет намного больше. Но это тяжело сделать, так как соперник все-таки сопротивляется. Да. Андрей, сколько в твоей спортивной карьере встреч, боев и нокаутов? В моей спортивной карьере уже очень много боев, я, наверное, даже и не побед, вспомню. да. Да, и побед. Я, наверное, даже и не вспомню, сколько именно точное число. Ну, побед в нокаутах, да. Ну, тоже очень много, я даже их не считаю. Надо бы... Многочисленно. Да, очень многочисленно. Но надо бы считать, как бы следить за этим. Но побед и нокаутов очень много. Андрей, ты являешься учеником лицея... Спортивного лицея. Спортивного лицея, 11 класс. Да. 11 класс. Как успеваешь? Ведь здесь ты занимаешься, насколько я знаю, 2-3 раза в день, практически очень много часов находишься в спортзале. Как успеваешь и учебные процессы, потому что это и экзамены, и оценки. Да, конечно же, это тяжело, но поэтому я перевелся в спортивный лицей, так как это спортивный лицей. У нас уроки, тренировки утром, вечером, да, совмещаются. На это и есть спортивный лицей. Успеваю, как бы, когда езжу на сборы, уезжаю куда-то, стараюсь скидывать домашнее задание, тесты, скидывать, чтобы получать оценки. И при желании можно все успевать, и тренировки, и спорт. Слушай, ты вот в своем интервью, которое мы смотрели вместе, ты сказал, что тебя в спортивный зал привел твой друг. Да. Ты следишь за его успехами в спорте? Да, как бы привел мой друг, но он уже, как бы сказал, оставил спорт, перешел на учебу. Каждый выбирает свой путь. Один, ну как, если уже выбрал путь, я так считаю, что нужно идти до конца. Но каждый выбирает свой путь, кто-то в учебу, кто-то в работу, кто-то в спорт. И у нас разошлись в этом интересы. Но, конечно же, я общаюсь также с ним, также дружишь. Да. Что значит для тебя дружба? Потому что сегодня ты молодой человек, спортсмен, именитый. Много друзей? Да, конечно же, у меня много друзей, но настоящих не так много, как хотелось бы. Ну, как правило, да. Да, лучших, которые меня действительно поддерживают, действительно постоянно мне пишут, которые реально интересуются мной, моим здоровьем, моим увлечением, спортом, учебой. Таких не очень много. Но вообще, да, друзей у меня очень много, которые меня поддерживают, помогают, наставляют. А ты сам помогаешь молодым начинающим спортсменам, может быть, как наставник, может быть, раскрываешь какие-то секреты или как поддерживаешь ты вот, молодых ребят? Конечно, молодых ребят я поддерживаю, и я очень рад, что молодые ребята приходят в спорт, тоже хотят заниматься профессионально, выступать, и я только за что-то им подсказать, что-нибудь помочь, что-то похвалить как-то, сказать, что они молодцы. Рассказать что-нибудь.
Здорово. Тем более рассказать есть что. Да, рассказать есть что очень много, потому что уже очень большой опыт, очень много где был, ездил, смотрел, и вот делюсь с ребятами тоже. Я еще хотела бы, чтобы ты поделился с нами о планах на будущее. Я знаю, что ты готовишься к предстоящим соревнованиям. Вообще ты просто на месте не сидишь, все время где-то пытаешься выступать. Расскажи, пожалуйста, поделись с нами. Да, я сейчас готовлюсь к следующим соревнованиям, но одни соревнования пропускаю из-за травмы. На вот этих соревнованиях в Италии травмы очень сбивают бойцов, особенно если они серьезные. Ты выходишь из спорта, лечишься, и потом очень тяжело восстанавливаться и приходить обратно в спорт. Как быстро восстанавливаешься и как идет реабилитация? Ну, это все зависит от серьезности травмы, как ты быстро восстанавливаешься, но и от тебя тоже зависит. Не надо как бы относиться к этому халатно и не надо забивать на это. Нужно относиться к этому серьезно. Потому что если что-то не долечил, где-то что-то ударил, потом оставил это очень сказывается на здоровье. И я уже, даже вот молодой, в 17 лет, как бы это чувствую. То, что нужно относиться к здоровью очень серьезно. Тем более в спорте. Ну и дальше о планах ты не все нам рассказала, не все раскрыл. И следующие мои соревнования будут проходить в городе Кишинев. Здесь, в Молдове, будет внутреннее соревнование, чемпионат Молдовы по рукопашному бою. Это так же, как смешанный стиль, как ММА, также просто чуть-чуть отличается правилами. Ну, а принцип такой же. Слушай, не хотелось бы отдохнуть? Может, я не знаю, в школе есть каникулы, а в спорте? Нет, в спорте нету каникул. Может быть, после каких-то грандиозных соревнований у нас там чемпионат мира или что-то такое, мы можем отдохнуть, 1-2 дня, не более, потому что не надо расслабляться. Если чем дольше отдыхаешь, потом тем тяжелее тебе вернуться в спорт. Нужно быть всегда в форме. Да, нужно быть всегда в форме, всегда наготове, потому что потом тяжело очень возвращаться. Андрей, я тебе желаю успеха в твоем, на самом деле, нелегком пути, потому что это изнуряющие тренировки, как я сказала в начале, это изнуряющий труд ежедневный и многочасовой. Тебе только побед. Мы на самом деле следим за твоими успехами. Мы гордимся, что в Гагаузии есть такой молодой, целеустремленный человек, еще раз говорю, с мировым именем. Я уверена, что мы еще очень много интересного и хорошего услышим о тебе, о твоих успехах. Мы только рады. И только вот я хочу пожать твою сильную железную руку. Уважаемые телезрители, сегодня у нас в студии был гость. Утреннюю программу мы начали с именитым спортсменом, многократный чемпион Европы, двукратный чемпион мира, воспитанник клуба «Леон Камрад» под руководством Эдуарда Кюся, мастер спорта по тайскому боксу Андрей Аврамов. Спасибо большое, успехов, удачи и обязательно скоро увидимся. Спасибо большое. Спасибо.